В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Каждый второй гражданин сталкивался с нарушением его прав и закона. При этом не все знают, куда обратиться с жалобой и как восстановить свои права. Об этом, а также о компетенции органов прокуратуры по рассмотрению обращений граждан мы поговорим со старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан, советником юстиции Юлией Диадоровой. Юлия Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Всегда ли обращения в прокуратуру бывают по адресу и по каким вопросам чаще всего обращаются граждане? Ежегодно в органы прокуратуры республики обращаются порядка 20 тысяч граждан, и из них более половины прокурор рассматривают самостоятельно. Оставшаяся часть направляется по компетенции в уполномоченные органы власти, органы контроля, в подведомственные прокуратуры, ну и в другие прокуратуры, других субъектов в частности. В основном анализ показывает, что граждан интересуют вопросы в социальной сфере, пенсионные вопросы, земельные вопросы, жилищные, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Достаточно много обращений в сфере исполнения судебных решений, принудительного исполнения, в частности, о деятельности службы судебных приставов, много обращений, достаточно жалоб на нарушение порядка рассмотрения сообщений о преступлениях в правоохранительных органах, порядка проведения предварительного расследования по возбужденным уголовным делам. А всегда ли по адресу они бывают? Необходимо отметить, что статья 26 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации предусматривает недопустимость подмены органами прокуратуры уполномоченных органов власти. И в этой связи, когда к нам поступают обращения, которые относятся к компетенции другого органа, такие обращения мы в 7-дневный срок перенаправляем по адресу. Что я имею в виду, когда говорю уполномоченные органы контроля, это органы власти, которые наделены контрольно-надзорными полномочиями в той или иной сфере, узкопрофильные специалисты, грубо говоря. В частности, можно привести пример, например, когда речь идет в обращении о нарушении прав потребителя, то уполномоченным органом в этой сфере является Управление Роспотребнадзора в Республике Саха-Якутия. Когда в обращении гражданин жалуется на деятельность управляющей компании, то такие обращения подлежат направлению в Управление Государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Если, положим, есть жалоба на неполучение заработной платы, нарушение иных трудовых прав работника, то уполномоченным органом в данной сфере республики является Государственная инспекция труда Республики Саха-Якутия. В этой связи, в тех случаях, когда ответ по обращению не давался руководителям этого уполномоченного органа, обращение подлежит направлению по подведомственности. В тех случаях, когда у гражданина уже есть ответ руководителя уполномоченного органа, и он с ним не согласен, то такие обращения уже рассматриваются на уровне прокуратуры Республики Саха-Якутия. А бывают ли какие-то массовые обращения, например, на работодателя, о невыплате зарплаты? В таком случае быстрее тогда рассматривается или нет? Конечно, вообще поступающие обращения, они являются неким индикатором социальной обстановки в стране и в Республике Саха-Якутия в частности. И когда мы получаем коллективные обращения, трудовые коллективы пишут, что имеются факты невыплаты заработной платы, то, конечно, мы на такие факты очень оперативно реагируем. Достаточно одного обращения от такого коллектива, чтобы охватить проверочными мероприятиями деятельность этих работодателей, с привлечением в том числе специалистов, тех органов, о которых я только что сказала. В последнее время таких обращений меньше, но это не говорит о том, что таких фактов нет. Конечно, когда такие обращения поступают, мы реагируем. А в какой форме можно обратиться в прокуратуру? Может быть, через интернет? Конечно, у граждан есть возможность обратиться лично с устным или письменным обращением в прокуратуру, в любую. У нас есть понятие территориальная поднадзорность. Это говорит о том, что, например, жители города Якутска, если речь идет о нарушениях, допускаемых организациями и органами, которые функционируют на территории города Якутска, обращаются в прокуратуру города Якутска, которая расположена по адресу Халтурина 4/1 в городе Якутске. Если речь идет о нарушениях других, допущенных на территориях других районов и городов республики, то они обращаются, соответственно, в ту районную городскую прокуратуру. Если речь идет о нарушении, например, природоохранного законодательства, то у нас есть специализированная прокуратура Якутская природоохранная.
и они расположены на улице Кандрешвили, да, 5. И, значит, гражданин о таких сообщениях обращается в уполномоченную прокуратуру в любом виде, как в устном, так и в письменном. У нас есть возможности интернет-приемной. Мы уже много лет работаем в электронном виде. У нас есть возможность обратиться с приложением документов соответствующих через интернет-приемную. На официальном сайте прокуратуры Республики Саха-Якутия есть активная кнопка в правом верхнем углу. Она так и называется, интернет-приемная. Нажав ее, гражданин получает такую совсем простенькую инструкцию, как с ней работать, с этой интернет-приемной. И, как правило, проблем не возникает. Около 30% обращений на сегодняшний день мы получаем в электронном виде. А вот по телефону, там как можно ли по телефону обратиться? Ну, как правило, прокуратура не дает консультации по телефону, но вместе с тем информацию о том, куда обратиться, к кому обратиться, в каком виде, в какие сроки, где, что, как, и информацию о том, за каким номером зарегистрировано обращение гражданина и кто исполнитель по данному обращению, мы по телефону такую информацию даем, конечно. А вот какие существуют требования к письменному обращению? В письменном обращении гражданин должен в обязательном порядке указать наименование органа власти, куда он обращается, должностного лица или его должность, фамилия, имя, отчество, кому он обращается, а также указать свои персональные данные, то как фамилия, имя, отчество, адрес, по которому он желает получить ответ на свое обращение или уведомление о перенаправлении обращения, контактный номер телефона и в свободной форме суть обращения. Далее ставит подпись, дату, при желании расшифровывает свою подпись и прикладывает те документы, которые относятся к сути обращения. Желательно в копиях. Документы по итогам рассмотрения обращений мы возвращаем гражданам. А вот какие сроки предусмотрены законодательством для рассмотрения обращения? Ну или вот когда ждать ответ? Общий срок для рассмотрения обращений составляет 30 дней со дня регистрации обращения. Но бывают такие случаи, о которых я только что сказала, когда прокурор принимает решение о перенаправлении обращения. Там уже у нас есть 7-дневный срок с момента регистрации. Прокурор должен принять решение, кому он это обращение направит, и об этом обязательно уведомляется гражданин. То есть он получает уведомление о перенаправлении. В исключительных случаях прокурор имеет возможность продлить срок рассмотрения обращения еще на 30 дней. То есть максимальный срок рассмотрения обращения на сегодняшний день составляет 60 дней, но это в исключительных случаях. Как правило, когда речь идет о назначении каких-то экспертиз, исследований, ну и других сложных, требующих временных затрат мероприятий. А вот как часто изложенные в обращениях доводы граждан находят свое подтверждение? В органах прокуратуры республики анализ показывает, что ежегодно признаются обоснованными, признается каждая 4-я жалоба. Это такой общероссийский показатель. Как правило, анализ опять-таки показывает, что это опять-таки социальная сфера. Много обращений, которые признаются обоснованными в сфере защиты прав пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних. Довольно активно прокурор защищает права предпринимателей. Да? В частности, можно привести пример, что в прошлом 2018 году по обращениям предпринимателей к ответственности за неисполнение, за неоплату исполненных контрактов государственных и муниципальных 68 должностных лиц привлечено к ответственности в виде назначения административных штрафов на общую сумму более 2 миллионов рублей. И в результате принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность по исполненным ими контрактам на сумму более 700 миллионов рублей. Также приходит на память пример, когда, например, обратился гражданин, пенсионер, о том, что у него со счета списано 60 тысяч рублей неустановленным лицом. По итогам прокурорской проверки установлено, что банковский работник снял неправомерно эти средства со счета пенсионера. По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, и в ходе расследования эти средства были уже возвращены гражданину, заявителю. По делу состоялся обвинительный приговор. А бывают, например, ответные жалобы, вот если написали и в ответ тоже поступает жалоба? Конечно. Ситуации бывают разные, и люди разные. Бывают спорные ситуации, да, когда гражданин считает, что он прав, его оппонент считает, что он прав, поэтому мы всегда ищем золотую середину и правду, истину. И как долго вот может это длиться, вот такие спорные ситуации?
Ну, как правило, споры между гражданами разрешаются в судебном порядке. И тут прокуратура уже бессильна, поэтому эти вопросы, как правило, уже уходят в плоскость судебного разбирательства. А вот каков порядок личного приема граждан руководством прокуратуры республики и непосредственно самим прокурором? Да, у нас действует приказ прокурора республики, который четко регламентирует порядок организации приема для руководства прокуратуры республики Саха-Якутия. В целом, во исполнение приказа генерального прокурора в органах прокуратуры существует ежедневный прием граждан. В аппарате прокуратуры республики такой прием ежедневно провожу я, как старший помощник прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан. В городских районных прокуратурах есть график дежурства, в соответствии с которым уполномоченные лица ведут ежедневный прием. Если говорить об организации приема у руководства прокуратуры республики, то, как правило, сам прокурор республики принимает граждан, у которых есть ответы за подписью заместителя прокурора республики, ну и по нисходящей, да, заместители прокурора республики принимают тех граждан, у которых есть ответы за подписью начальников структурных подразделений аппарата прокуратуры республики, либо старших помощников прокурора республики. Ну и начальники структурных подразделений уже и старшие помощники принимают граждан, которые ранее обращались в аппарат или которые не согласны с решениями или действиями городских районных прокуроров. Вот такая вот иерархия существует, но по поручению самого прокурора республики, либо его заместителей, прием может быть организован для любого гражданина. Этот прием организовывает тоже я в аппарате прокуратуры республики, в городских районных прокуратурах, уполномоченные лица согласно графику дежурства. Ну, то есть, например, можно прийти проконсультироваться и тут же написать жалобу? Конечно, такая возможность есть у любого человека. Юлия Леонидовна, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы говорили со старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Юлией Диадоровой. Оставайтесь с нами.